Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК «Саха», программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Можно ли сохранить права, отказавшись от медосвидетельствования? Что будет, если не платить административный штраф в срок? Кто кого должен пропустить при развороте на перекрестке со светофором? Что делать, если увидели автодорожную аварию? Обязаны ли вы помогать? А в конце программы по традиции рубрика «Тест ПДД», который сдаст член мотоклуба «Ночные волки» Евгений Швец. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 27 по 2 июня зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, где пострадало 19 человек, в том числе один несовершеннолетний, 7 погибло. Так, 29 мая на 660-м километре федеральной автодороги Лена водитель, управляя автомобилем «Лада Нива Бронто», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем марки Subaru. В салоне последнего находились 2 пассажира. В результате происшествия 2 человека погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Один скончался в реанимационном отделении Алданской ЦРБ, а 4-й находится на стационарном лечении в реанимационном отделении. 31 мая на улице Комсомольская города Нюрба транспортное средство УАЗ при повороте налево выехало на встречную полосу и совершило лобовое столкновение с мотоциклом «Рейсер». Впоследствии удара автомашина УАЗ совершила столкновение в заднее защитное устройство впереди идущей автомашины Toyota Ractis. В результате ДТП водитель мотоцикла с многочисленными травмами был доставлен в хирургическое отделение Нюрбинской ЦРБ. Позднее от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этот же день на Намском тракте водитель большегруза «Шакман» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Погибший мужчина имел водительское удостоверение категории БЦ, стаж вождения с 2019 года. По данным базы госавтоинспекции, к административной ответственности привлекался 4 раза, в том числе 2 раза за превышение скорости. А мы двигаемся далее. Можно ли сохранить права, отказавшись от медосвидетельствования? Отказ от освидетельствования – это административное правонарушение. За него предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев. Однако лишиться водительского удостоверения можно только в том случае, если для подобного вида наказания были законные основания. Вначале предлагаем определить, в чем разница между понятиями медосвидетельствование и проверка алкотестером. Проверку алкотестером проводят инспекторы ГАИ, останавливающие автолюбителей на дороге. Они предложат дыхнуть в трубочку, если заметят у водителя запах спиртного, шаткость походки, покраснение лица, несвязную речь, неадекватное поведение. Водитель может отказаться от проверки алкотестером. Негативных последствий от этого не будет. А вот отказ от медосвидетельствования уже является нарушением и карается по закону. Основаниями для проведения медицинского освидетельствования могут стать следующие ситуации. Например, алкотестер показал положительный результат, но водитель отказывается признавать итоги его проверки. А также в том случае, если прибор показал, что автомобилист трезв, но инспектор видит признаки наркотического или алкогольного опьянения. Согласно порядку медосвидетельствования от 1 марта 2023 года, проверка автомобилиста на нетрезвость и направление на медицинское освидетельствование осуществляется в присутствии 2 понятых или под видеозапись. В соответствии с частью 1 статьи 12.26 Кодекса об административном правонарушении, невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования состояния опьянения, если такие действия бездействия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
Причем автомобилисту придется оплатить штраф целиком, так как скидка 50% на пьяные статьи не распространяется. И если у нетрезвого водителя нет удостоверения, либо он его лишен, то его ждет 10-15 суток ареста. А когда период изъятия водительского удостоверения истечет, автомобилисту придется сдавать тест ПДД и проходить медосмотр. Спасти жизнь человека, пострадавшего в автоаварии, зачастую не удается лишь потому, что потерпевшему не была вовремя оказана первая доврачебная помощь. Нередко аварии случаются далеко за чертой города, и до прибытия скорой помощи может пройти немало времени. Поэтому огромное значение в данной ситуации приобретает грамотно оказанная первая помощь. Более подробно об оказании первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП нам расскажет заведующий учебно-тренинговым центром скорой помощи города Якутска Наталья Прудецкая. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, что делать, если увидели автодорожную аварию? Должны ли вы помогать? Да, конечно, мы должны обязательно помочь. Нужно остановиться, все время думать о своей безопасности вначале. Затем, только когда увидишь, что безопасность соблюдена, тогда только подходим к пострадавшему и после того, как мы оценили состояние, мы уже только вызываем скорую помощь, говорим конкретно, где произошло место происшествия, сколько пострадавших, какое количество, какой характер травмы. Как оценить состояние пострадавшего, чтобы оказать ему первую помощь? Да, хороший вопрос. Состояние пострадавшего мы оцениваем, в сознании он или не в сознании. Если человек в сознании, он отвечает на вопросы. Если не в сознании, то это получается 3 кита: дыхание, зрачок и пульс. То есть это тот самый Важные, порядок действий, да. да, который нужно определить. А вот как проверить можно пульс у пострадавшего? На сонной подушечками, вот указательным средним пальцем, на сонной артерии или же на запястье. Что вот в случае, если у пострадавшего кровотечение, как его можно остановить? Ну, имеется 3 типа. Это артериальная, венозная и капиллярная. Артериальная накладываем жгут на 2-3 сантиметра выше от раны, а венозная получается давящая, ну и капиллярная тоже давящая. Какие мои действия, допустим, как человек, который помогает при различных травмах? Наверное, ну, например, при переломах. При переломах это обездвижить конечность. То есть должен быть вообще конкретно. Это мы прикладываем либо шины, если нет с собой шин, то пусть это будет картонка, либо даже дерево, которое там где-нибудь лежит рядом. То есть подручными средствами? Подручными средствами. Если ничего нету, то тело уже тоже является щитом. То есть мы можем верхнюю конечность к туловищу, либо больную ногу к здоровой. А что делать, если потерпевший при ДТП без сознания, дыхания и сердцебиения? Приступаем к сердечно-легочной реанимации. А сердечную легочную реанимацию мы учим. Обучаем все население. Уже как 5 лет. То есть можно обратиться к вам? Да, и пройти конечно, курс? конечно. Что получает человек по прохождению курса? Свидетельство. И мы забиваем в реестр о том, что человек действительно прошел первую помощь. Ну, вот бывает такое, что, например, курсы пройдены, может быть, давно, да? Вот есть, по-моему, есть же какая-то формула при сердечной... Да, сердечно-легочная реанимация. Реанимации, да. Это какие цифры? 30? И 2. 30 и 2. 30 компрессий и 2 вдоха. Как транспортировать пострадавшего в зависимости от вида травмы и тяжести состояния? Ну, если, например, это в случае, наверное, имеется в виду, что сами решили транспортировать человека. Если вот, да, хороший вопрос. Все зависит от характера травмы. Если это получается закрытая черепная мозговая травма, то это получается человек должен лежать на спине, но голова должна быть повернута на бок. Почему это? Потому что возможно быть рвотные массы, и он может ими же захлебнуться. Если это получается травма позвоночника, то на твердой поверхности должен лежать. Если это травма груди, то сидя.
Почему? Сидя. Потому что если человек будет лежать, то у него, получается, воздух в грудную клетку будет плохо поступать, циркулировать, да, и ему будет сложно просто дышать. Предусмотрена ли ответственность за неоказание первой помощи? Да, статья 125, 124 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но если человек не может оказать первую помощь, ну, может быть такое, да, не все же мы проходим, да, первую помощь, то обязательно нужно позвать и не оставлять в опасности пострадавшего. То есть в любом случае даже Да, такая помощь. 103, 112. Какие изменения произошли в принципах оказания помощи пострадавшим при ДТП вот за последние годы? Открываются учебные центры, разрабатываются новые учебные программы. Все сотрудники, пусть это будет аэропорт, пусть это будет ГИБДД, пусть это будут, да все, и даже дошкольные, даже школьные вот сотрудники, они все проходят первую помощь. Это уже обязательно. И если ты работаешь с населением, то первую помощь ты должен обязательно пройти. Ну и люди сами уже стремятся. Нету такого, чтобы это им наоборот интересно, и нам в удовольствие обучать население. Спасибо. Я напоминаю, что можно обратиться, да, к Да. вам за тем, чтобы... В Тугисе мы там есть. Всё есть. Хорошо. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях была заведующая учебно-тренинговым центром скорой помощи города Якутска Наталья Прудецкая. Спасибо. А мы продолжаем. Согласитесь, часто такое бывает, когда штрафы не оплачиваются вовремя. Ведь некоторые граждане не задумываются над вопросом, чем мне грозит неуплата штрафа. Однако для ответа на этот вопрос существует целая статья 2025 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает определенные санкции за уклонение от административного наказания. Так что лучше не испытывать судьбу. Далее тему продолжит наш следующий сюжет. В соответствии с Кодексом об административном правонарушении административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу о наложении административного штрафа, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Неуплата административного штрафа в срок рассматривается законом как самостоятельное правонарушение. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей. Кроме этого, неприятными последствиями для гражданина могут оказаться обязательные работы, назначаемые сроком до 50 часов, либо административный арест до 15 суток. Хотел бы обратить внимание на то, что привлечение гражданина к ответственности за неуплату административного штрафа не освобождает его от обязанности по оплате первоначально назначенного штрафа. Частичное исполнение наказания не снимает с гражданина ответственности, за исключением случаев, прямо оговоренных законом. Пересечение проезжих частей – самый опасный участок дороги, а разворот на перекрестке сильно увеличивает вероятность создания аварийной ситуации. Мы уже рассказывали о типах перекрестков и правилах их проезда. А теперь разберем, какие правила разворота существуют и как правильно выполнить разворот на регулируемом пересечении дорог на примере улицы Севастопольская и автострады 50 лет октября. Недавно в редакцию программы поступил вопрос, как правильно выезжать с улицы Севастопольская на автостраду 50 лет октября. В вопросе было недоумение, почему никто не дает преимущества тем, кто завершает маневр при развороте на автостраде. Если машины едут с 50 лет октября, если машина поворачивает налево, либо выполняет разворот по пунктам, правилам проезда перекрестка дорожного движения 13.7, если машина выехала на перекресток, он обязан завершить маневр. По пунктам правил 13.8, у кого загорелся зеленый знак светофора, обязательно должен уступить дорогу, кто завершает маневр. Если у них загорелся зеленый знак светофора, они обязаны дать преимущество тем, кто завершает маневр. Разворачивается либо поворачивает налево.
Итак, перед тем, как начать разворот, вам следует занять левое крайнее положение. В тех случаях, когда это невозможно, например, из-за габаритов автомобиля, можно развернуться из правого ряда, если это не создает помех движению. Также следует уступить дорогу попутным и встречным автомобилям, не заезжать на встречную полосу после разворота, а на самом перекрестке выезжать на встречную полосу или пересекать ее не запрещено. Но после разворота нужно ехать по своей полосе. Если полос попутного движения несколько, можно занять любую из них. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции, наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них член мотоклуба «Ночные волки» Евгений Швец. Здравствуйте. Приветствую. Расскажите, пожалуйста, вот у нас такой традиционный вопрос всем нашим участникам. Каков ваш водительский стаж? Вот если не ошибиться, с 92-го года, потому что я получил свою первую корочку, у меня там было написано «Права действительны с такого-то числа, с такого-то года». Вот, и вот, то есть права у меня уже были, а как бы использовать я их не мог. Ну, мы желаем удачи. Сейчас будет показано 10 вопросов и, соответственно, ваши 10 ответов. Благодарю вас. Давайте начнем. Первый вопрос. Разрешено ли вам ставить автомобиль на стоянку в этом месте по нечетным числам месяца? Варианты ответов: разрешено, разрешено только после 21 часа и третий вариант: запрещено. Если я не ошибаюсь, там был какой-то нюанс со временем действия знаков. То есть там с 21 до 24 часов. То есть период с 21 часа до 24 часов в теории можно ставить. Тогда... Да, разрешено. Там время действия знака было. Тогда ваш выбор, вариант? Разрешено. Второй разрешено. Вариант после номер 21 2. часа. Принято. Хорошо. Следующий вопрос. На каком рисунке изображен перекресток? Вариант ответов: только на левом, только на правом и третий вариант на обоих. Ну, однозначно на левом, потому что на правом изображена прилегающая территория, заезд во двор. Вот, это беда всех мотоциклистов, точнее, не беда всех мотоциклистов, а проблема, когда люди выезжают с прилегающей территории. То есть, это вот вообще беда. То есть такой наболевший вопрос, можно сказать. Кошмар. Значит, наш вариант. Да, а с левой стороны, да, это вот, то есть там второстепенная дорога, видимо, покрытие другое. Вариант номер 1. Да. Принято. Хорошо. Следующий вопрос, номер 3. Что обозначает разметка А100, нанесенная на проезжую часть дороги? Варианты ответов: расстояние до ближайшего перекрестка, расстояние до ближайшего населенного пункта и третий вариант — номер дороги. Это номер дороги. Ну, в наших краях как бы особо это дело не принято, а вот когда колесишь по нашей огромной родине, в общем-то, такая разметка встречается. И довольно часто. Там вообще встречается такая разметка, которая не встречается здесь. Бывает. Номер 3, значит, это номер дороги. В данной ситуации вам разрешается движение. Варианты ответов: только по правой полосе, по правой или средней полосе и третий вариант — по любой полосе. Крайняя левая полоса занимает, ну, мы можем занимать только в случае интенсивного движения. А тут один автомобиль на дороге. Я думаю, только не дальше вот середины. То есть это второй пункт. Пункт номер 2. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Вы намерены начать движение от тротуара. Должны ли вы уступить дорогу мотоциклу, выполняющему разворот? Варианты ответов: должны. Второй вариант: не должны, если вы управляете легковым такси. И третье: не должны. Кто бы там ни разворачивался и какие бы действия на дороге не проходили, мы должны вот дождаться выполнения маневров, то есть убедиться в безопасности наших действий и только потом начать движение. Принято. Вариант номер 1. Хорошо. Следующий вопрос. Вам разрешается движение. Варианты ответов: только прямо. Второй вариант: прямо и направо. И третий вариант: в любом направлении. Вообще, вот при такой постановке, да, движение могло бы быть, ну, в любом направлении.
То есть прямо, налево, разворот, ну и, соответственно, направо. Но автомобиль у нас стоит в крайней правой полосе, поэтому у него только прямо и направо. Прямо и направо. Мгм. Принято. Вариант номер 2. Следующий вопрос. О чем информируют вас эти дорожные знаки? Вариант ответов: о приближении к перекрестку, где установлен знак «Уступите дорогу». Второй вариант: о приближении к перекрестку, где установлен знак «Движение без остановки запрещено». И третий вариант: о приближении к таможне. Ну, наверное, все-таки это мы приближаемся к перекрестку, где будет установлен знак «Стоп». Тогда вариант номер... То есть движение без остановки запрещено, знак «Стоп», Мгм. вот, где мы должны будем остановиться, всех пропустить и продолжить свое движение дальше. Это вариант 2. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Что означает мигание желтого сигнала светофора? Варианты ответов: предупреждает о неисправности светофора. Второй вариант: разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода. И третий вариант: запрещает дальнейшее движение. Ну, в этом случае мы как бы ориентируемся уже на действие знаков Да. дорожных. Вот. Тут все понятно. Вот. А вот, Но нам надо выбрать один вариант, самый ну, подходящий. по логике, ну, не запрещает дальнейшее действие. Да? Нет, это он не может запрещать. Он все-таки предупреждающий у нас знак, этот сигнал. Пусть будет 2. Второй вариант. Да. Мгм. Принято. Следующий вопрос. Данная разметка обозначает, вариант ответов: место, где начинается, заканчивается жилая зона. Второй вариант: искусственная неровность на проезжей части. Третий вариант: место, где начинается, заканчивается зона с ограничением стоянки. Ну, нет. Тут однозначно, видимо, искусственная неровность. Вариант номер 2. Да. И последний вопрос. Водители каких автомобилей нарушили правила остановки? Варианты ответов: только автомобиля В, автомобилей А и В, автомобилей Б и В, и четвертый вариант: всех перечисленных автомобилей. Пусть все перечисленные автомобили. Все нарушили? Да. Вариант номер 4. Это был последний вопрос. Но, Евгений, надо отметить, что вы из наших гостей человек, который очень досконально рассуждал над каждым вопросом. Вам за это большая благодарность. Нет, ну, все-таки знание правил хотя бы начальное, это все-таки наша безопасность. Действительно. Ну а сейчас результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Евгений, здравствуйте. Вы ответили на 10 экзаменационных вопросов, и первый вопрос у нас был: разрешено ли вам ставить автомобиль на стоянку в этом месте по нечетным числам месяца? Абсолютно верный ответ, развернутый с 21 до 24. У нас время перестановки, в это время можно ставить автомобиль на стоянку в этом месте. На каком рисунке изображен перекресток? И вы опять ответили абсолютно верно. На левом рисунке у нас перекресток, на правом это выезд с прилегающей территории. Что означает разметка А100, нанесенная на проезжую часть дороги? Такой разметки действительно в России много, и она обозначает номер дороги. В данной ситуации вам разрешается движение, и очень часто наши водители этого правила не знают, но вы действительно правильно сказали, что крайнюю левую полосу можно занимать только при интенсивном движении. В данной ситуации у нас дорога свободна, значит, можно двигаться по правой или средней полосе. Вы намерены начать движение от тротуара. Должны ли вы уступить дорогу мотоциклу, выполняющему разворот? Действительно, начиная движение, тут не может быть никаких споров, начиная движение, водитель должен убедиться, что он никому не мешает. Конечно, должны, вы правильно ответили. Вам разрешается движение, сигналы светофора отменяются сигналами регулировщика в данной ситуации. На светофор мы не смотрим вообще, вы почему-то обратили на него внимание, но тем не менее ответили правильно, учитывая, что мы находимся в правой полосе, можно двигаться прямо и направо. О чем информируют вас эти дорожные знаки?
Данное сочетание знаков информирует о том, что мы приближаемся к перекрестку, где будет установлен знак «Движение без остановки запрещено». Это был правильный ответ. Не видел таких знаков, вот правда. В жизни, если честно, тоже не видела. Что означает мигание желтого сигнала светофора? Мы очень сильно задумались, но вот представили бы вы в жизни, что бы вы делали, если бы увидели мигающий сигнал светофора желтого? Ну, если бы это случается регулярно, то есть либо это неисправность, либо отключено. Ну а если даже это неисправно сделать, то что? Я бы ориентировался на действие дорожных знаков. И вы ответили правильно. Он разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода. Данная разметка обозначает, конечно, искусственную неровность на проезжей части. Вы дали правильный ответ. Водители каких автомобилей нарушили правила остановки? Несмотря на то, что вы сомневались, но вы правильно вспомнили цифры 5 метров. Остановка, стоянка запрещена на пешеходном переходе и 5 метров до пешеходного перехода. Именно до. Да. После пешеходного перехода припарковаться уже можно. То есть гори все огнем. Вы ошиблись. Здесь неправильно припаркованы автомобили А и В. Автомобиль Б стоит после пешеходного перехода. Это разрешено. Евгений, вы ответили на 10 экзаменационных вопросов, на 9 из них вы ответили правильно. Я считаю, что это очень хороший результат. И тем не менее всем участникам дорожного движения, пешеходам, водителям, я напоминаю о том, что правила дорожного движения нужно регулярно повторять. И мотоциклисты, которые выезжают на дороге у нас только весной, тоже перед тем, как выезжать, повторяйте правила дорожного движения. Водители автомобилей, помните о том, что летом у нас есть мотоциклисты, велосипедисты, об этом не стоит забывать. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.